Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане отметили День Алабая. Знаменитый турецкий повар планирует открыть свой ресторан в Туркменистане. В санатории Арчман начнется строительство нового комплекса и другие новости. В Туркменистане широко отпраздновали День туркменского Алабая. Торжества в Ашхабаде стали блестящим финалом череды мероприятий, посвященных этой знаменательной дате. В их числе тематические выставки, конференции и творческие конкурсы, призванные отразить красоту Алабая в произведениях искусства, музыкальные выступления и другие культурные акции. Звание самого отважного Алабая 2023 года в Туркменистане удостоился пес по кличке Акхан, принадлежащий Министерству национальной безопасности. Акхан был удостоен специальной медали, переходящего кубка и диплома, а представители Министерства национальной безопасности получили главный приз президента Туркменистана – ключи от автомобиля Toyota Camry. Известный турецкий повар Бурак Оздемир объявил о планах открыть свой ресторан в Туркменистане. Об этом он сообщил на проходившем 26 октября в Анкаре туркмено-турецком бизнес-форуме. Бурак Оздемир стал настоящей кулинарной сенсацией в социальных сетях. Он прославился благодаря невероятным блюдам и своей обворожительной улыбке. Сегодня филиалы его ресторанов также открыты в ОАЭ, Таджикистане и Катаре. А среди его гостей президент Турции Реджеп Таyyip Эрдоган, футболист Криштиану Роналду, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и другие известные персоны. 28 октября президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел очередное заседание Кабинета министров. На нем были подведены итоги проделанной работы за минувшую неделю и анонсирована насыщенная программа на ноябрь. С 3 по 5 ноября в Ашхабаде состоится концерт современной корейской музыки и показ корейских фильмов. 4 ноября по всей стране пройдет всенародная озеленительная акция. 12-го состоятся праздничные мероприятия по случаю праздника урожая. На 14-16 число запланирован 4-й международный театральный фестиваль. И чемпионат мира по курашу пройдет в Ашхабаде с 23 по 28 ноября. Также пройдут форумы и творческие акции, универсиада, премьера фильма «Яшлар» и другие мероприятия. В санатории Арчман в Ахалском вилаяте Туркменистана начнется строительство нового комплекса здравницы на 400 мест, оснащенного современным оборудованием. Внешэкономбанк Туркменистана и рейтинговое агентство Fitch Ratings расширят сотрудничество. Для этого идет подготовка соответствующего документа. 1 ноября в Ашхабаде пройдет 16-е заседание форума сотрудничества «Центральная Азия, Республика Корея». 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе скончался известный голливудский актер Мэтью Перри, известный по роли Чендлера в культовом сериале «Друзья». Предположительная причина смерти – сердечный приступ. Мэтью Перри было 54 года. Он родился в 1969 году в США, но детство провел в канадской Оттаве. Актер принимал участие в работе над сериалами «Клиника», «Западное крыло», также снялся в таких фильмах, как «9 ярдов», «Папе снова 17» и другие. В Бухаресте открылась стоматология, которая предлагает пациентам бесплатные сеансы, психотерапии и медитации, а также массажное кресло. Владельцы клиники считают, что эти услуги помогут пациентам расслабиться и избавиться от страха перед лечением зубов. Клиенты клиники могут воспользоваться расслабляющими услугами за 20 минут до приема у стоматолога. Мадридский Реал одержал волевую победу со счетом 2-1 над Барселоной в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу. В составе сине-гранатовых гол на 6-й минуте забил Илкай Гюндаган, а у мадридцев дубль оформил Джуд Беллингем. Футболисты Аркадага с крупным счетом победили Мерв в матче 19-го тура чемпионата Туркменистана по футболу среди клубов высшей лиги. Встреча состоялась в Ашхабаде и завершилась со счетом 6-0 в пользу хозяев поля. В других встречах тура Капедак и Небичи сыграли в ничью. Встреча в Ашхабаде завершилась со счетом 2-2. Хозяева ушли от поражения на первой добавленной минуте к основному времени матча. Ахал принимал столичный Ашхабад на стадионе Нисса в воскресенье. Встреча завершилась победой команды Сердара Гельдыева со счетом 2-1. Победный гол за 5 минут до конца основного времени игры забил Курбан Аннаев. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.